Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Привет и привет. Здравствуй, здравствуй. Как дела? Как настроение сегодня? Или так себе? Как всегда, все отлично. Что? Как всегда, все отлично. Ну, почему отлично? Осень, на улице осень, дождик. Ну что? Как говорят поэты, унылая пора. Осень такая. Почему? Мне наоборот нравится. Ну, не знаю. Ну, как может... Весна нравится, весна другое дело. Лето хорошо нравится. Осень. Ну, зима, вот зима мне нравится. Зима мне тоже нравится. Погода готовится к перерождению. Все отлично, все нормально. Ну, не знаю. Возрождение, она весной начинается, возрождение. Грибы пошли, ягоды пошли, рыбалка пошла. Че? А как? Вот смотри, я жил в Красане, то немножко в России жил, в Новосибирске, это Красноярском крае. В это время там начинается снег первый падать, и уже зима начинается. Вот там грибы. Что? Да я в Якутии жил, 17 лет, и что теперь? В Якутии вообще сейчас снег лежит. Нет, еще не лежит, растаял. Ну как? Сейчас с якутами я только недавно разговаривал, снег лежит. Да не надо брехать. Не надо брехать. Я только недавно разговаривал с якутами, говорят так. Когда? Ну вот неделю назад я разговаривал, уже снег Неделю выпал. назад. Растаял нахер, я же говорю. Только общался. Да, я растаял. Вот, растаял, снег растаял, и грибы появились, да? Да, и такое бывает. И потеплело. Бабье лето называется, знаете. Нет, это не бабье лето. Вот. Кстати, у меня, вот я когда жил в Казахстане, у меня грибы я собирал в феврале месяце. У меня вырастали грибы. Ну, которые на деревьях растут, знаешь, такие на деревьях растут. Ну, грибок стопы, да, я понял, собирали. Ну, съедобные грибы хорошие. Опять. Там, которое дерево на юг стоит, оно на юг Казахстана солнце сильно светит, и вот дерево на юг, и там гриб растет сразу в феврале месяце. Слышишь, что ты мне рассказываешь? Какой лес в Казахстане? Там степь до горизонта, блин. Ох ты, степь до горизонта. Там Да. такие леса, знаешь, там в Казахстане леса такие на юге я там встречал. Какие? Ой, там и хвойные леса, елки, Где? там В и сосны. В Чемкенте или в Тарасе? Нет, под Алматой, под Алматой. Ну, не дойдя Алматы. Там горы, Джунгарские Алатау есть, и вот снежные горы. Поднимаешься в горы, там и елки, и все, там постоянно хорошее место, да. Ну, что уехал Что? с такой красоты? Че уехал из такой красоты? Ну, Союз развалился, я уехал. А что, работы не было, все, уже хватит. Работы не было, никто не хотел работать, все уже. Да, понятно, заботается. А в Германии кем трудился? Еще до сих пор трудишься? Да, никем плохо не работал. Спасибо. Так, немножко работал, зарабатывал так, немножко, душу отводил, честно говоря. А, в Германии. Ну да, я уже старенький приехал. Мне уже 70 лет, что ты хочешь. Нормально. Ну, я в 50 приехал, ну, пока акклиматизировался, все, ну, 55, а что уже под 60 лет? Вот смотри, мне вот сейчас вот человек пишет с Якутии. Сейчас Что он пишет? Прочитаю. Я не могу прочитать. Нет. Языка. Снега нет в Якутии. Ну, был снег неделю назад. Сегодня говорил с сестрой, ну, неделю назад был, сейчас нету. Все. Первый снег, как правило, всегда тает. Ладно, со снегом мы разобрались, снег растаял. Грибы появились или нет после снега? Естественно, маслята пошли. Маслята. Ну, ясно. Ну, маслята, я знаю, что такое маслята. Ну, самый популярный гриб в Якутии. Я собирал маслята, все, но сейчас нет там маслят. Вот специально найду кто-то с Якутии и спрошу его. Мне часто встречаются они с Якутии. Якутяне. Спроси. Угу. А ты сам откуда? Я сказал, с Якутии. Не, ну ты обманываешь. Потом же говоришь, вот якут попался мне якут и рассказал, какая у них погода. Если ты жил бы в Якутии, зачем я жил в Германии, и мне кто-то будет про Германию рассказывать. Зачем мне это надо? Я сам могу рассказать. Сейчас живу в Белгороде. Вот, видишь, вот как ты обманщик. Вот, Да. обман начинается с маленького. Начал обманывать, что ты живешь в Якутии, оказался в Белгороде живешь. Ну, как? 93-го года жил в Якутии. 93-м переехал в Ну, Белгород. нет, жил, когда я тоже жил во многих. Я жил и в Казахстане, и в России жил, везде жил. Да, вы беженцы везде блин, живете. Господи. Нормальным якутам жить негде нахер. Все позанимали. Короче, обманщик ты. Взял, обманул. Я тебе тогда, думаю, доверять стал человеку. Думаю, правду говорит, оказывается, ты обманщик. Нехорошо быть. Тебе сколько лет-то? Мы
Хватает. Почти Ну, 50. хватает. Это все думают, хватает, хватает. Ну, точно не можешь сказать. Ну, это женщины. Женщины секунды? Что? До секунды? Или Не, как? не надо, Точно. до годов хватит. Ой, 76-го года рождения, можешь посчитать. 66-го? 76-го. А, 76-го. Ну, даже 50 лет что-то. 50 лет, 50. Ну, я же тебе сказал, почти 50. Ну, почти 50, да. Ну, я на 20 лет старше тебя, так получается. Вот в это время, как раз я в Германию, в такие года, как сейчас, я в Германию приехал. Не, я со своей страны никуда не могу, ты что? Ну, не знаю, почему нет. А не Ну, хочется ладно. поехать? Нет. Хорошая страна Германия, отличные люди, с законом соблюдают, все хорошо. Чего? Германия? Да Конечно. я умоляю, блин. А не Что надо у из меня Германии? умолять. Хорошо, что из Германии, чего нет в России? Вот смотри, вот в России у тебя дети есть? Есть. Вот смотри, дети Материнский капитал есть у вас? Что? Материнский капитал есть у вас? А нам не нужен, нам не нужен. У нас, я понял. знаешь, нет, подожди. У вас сколько детский платят? У нас до 2 лет платят по 500 евро в месяц. 500 евро в месяц платят 2 года. Потом меньше становится. Ой, не лги, царю лжешь. Мгм. И вот до 18 лет все детские платят и платят государство. Хорошие. Вот 18 лет где-то 150 евро платят, правда. Ну, 170 где-то вот так. примерно. Я тебя умоляю, это что, деньги что ли? И если собрать эти деньги, ваш капитал этот детский в 10 Да, раз будет. конечно. Да, В 10 раз конечно. больше будет. Вот смотри, конечно. до 2 года... Пачка сигарет 24 сколько у тебя месяца, стоит? 12 тысяч, подожди. Пачка 24 сигарет месяца, сколько 500 у евро, тебя сколько стоит? Пачка сигарет тебе сколько стоит? Ну, 10 евро стоит. Ну. А у меня одно. Ну и что? А я не курю, и все, и мне до лампочки. Ну, так что есть хорошего? В Германии чего нет у нас? А что, курить что ли? Курево. Вот ты куришь, а это хорошо или плохо? Это плохо же, правильно? Это мне решать. Как тебе же? Это государство говорит плохо. Литр бензина сколько у тебя стоит? Ну, стоит у РС-70, у РС-80. Ну, смотря когда, в какой день. Да. А у нас И 60 центов. Ну, я знаю, что 60 центов, да. Мясо у тебя сколько стоит килограмм? Мясо, смотря какое мясо тебе надо. Страховка сколько у тебя? Какое? Страховка у тебя сколько медицинская? Я ничего не плачу, мне государство не платит. Серьезно говорю? Ничего не, да ладно, ничего не платишь. Подожди, кто живет в Квартплата. Германии, что живет в Германии? Квартплата Скажем, сколько есть у тебя? страховка медицинская. Квартплата Не сколько обязательно. у тебя? Если ты не можешь платить, государство за тебя платит. Ну конечно. Такой ты прям нужен государству. Да-да, расскажи Ну, мне. у нас такое государство. Арабов сколько у вас арабов все проживает? Ну, где-то приехало около миллиона, там, ну, не миллиона, конечно, ну, 300 тысяч где-то. Я не знаю, это не считала их. Ну, я видел, как в Германии на улицах Берлина насиловали немок, видел? А вон Кучу носил, брали. никто не носил. Это в Кёльне Да было. ладно. В Кёльне было, но Да там быстро ладно. успокоили. А Кёльн- что у вас забастовки-то постоянно там? Желтые жилеты, там вот это все. Ну, а что, если Шольц плохой, этот канцлер, надо забастовки делать. Почему плохой? У нас всю весну были забастовки. Сначала бауры бастовали, ну, эти как фермеры. А потом уже стали эти автобусики бастовать. А что, а нафига вы А его потом уже выбираете? завод транспорт бастовал. Ну, раз по 5-6 каждый бастовал, да. Я понял. А у тебя вообще родина это что? Какая страна для тебя родина? Ну, была Казахстан. А сейчас? А сейчас нету родины. Родину, меняют, да, родину? Да? Ты присягу. Ну, не знаю. Ты в армии служил? Служил. Кому присягу давал? Советскому Союзу, конечно. И присягу изменил. А? И присяги изменил. Почему? Советского Союза нету. Потому что стало плохо, я уехал. Советского Союза нету. Россия правопреемница. Проблем вся Помню. такое. Каких проблем? Никаких проблем. А кто ее назначил правопреемницей? Она сама Россия сказала, я правопреемница. Ну, смотри, внешний долг. Внешний долг. Кто выплатил? Понятно. Ну, это Россия сама За 15 республик кто выплатил внешний долг? Россия выплатила. Ну, как ты хотел. Вот и все. Я говорю, а как она решила, что она будет правопреемницей? Она сама Да не решила? решила, а вот так вот. Та же территория, все осталось свое.
Ну, Россия решила. Я где преемник были, России. там и остались. Да. А мог Казахстан сказать, я про преемник России? Не мог. А почему? Потому что он не выплачивал. Вы когда если убежали? А представь себе, Скажи мне, Казахстан- единственная республика, которая не вышла из состава СССР до сих пор, кто? Кто не вышел из Союза? Россия. Россия не выходила из Союза. Не вышла, вот видишь. А вы Я убежали. знаю, я знаю, что... Вы убежали. Вы А убежали. И Казахстан не как? хотел уходить. Он 3 года ждал. Я в Казахстане когда жил, 3 года мы ждали, когда будет все нормально, обратно в Союз. И Союз развалили. Не надо было Это ж вы развалили. Вы развалили. Кого развалили? Казахстан, что ли? СССР. Казахстан развалил СССР, да? Да. Да. Ты В том какой? числе и вы. В том числе и Ох, вы. ты какой нехороший. Мгм. А чего ты тебе было 50 лет, вы взяли, развалили. Вы что шли на поводу-то у этих? Кого? У Горбачева, что ли? Вот. Кто он был по национальности? Горбачев, что ли? Ну. Горбачев русским был. Да, конечно. А кто? Брежнев. Ну, Горбачев. Брежнев, Брежнев, да, тоже русский. Да, Да, Брежнев тоже Хрущев, Хрущев, да. Ну, не знаю. Расскажи мне, да. Какая Громыков. разница? Ну и Громыков. Сталин был грузинами, что? Ну, отлично. Когда Сталин, правил, тогда железный кулак был. Не знаю. А Ленин кто Боялись был? нос поднять. А Ленин кто был? Ульянов? Ну, подумай сам. Ну, Чуваш был, по-моему. Ну, не Тогда знаю. не было такой национальности. Чуваш, ну, чуваш. что-то. Почему? Были они. Они были. Дозвались, может, по-другому и все. Слышь, а Родина не снится по ночам, не? Кого? Да я Кого? каждый год туда приезжал раньше. Что мне снится надо будет? Я каждое лето приезжал отдыхать на родину. Когда последний раз был на Родине? Вот 3 года назад. Ты же говоришь, у тебя Родины нету. Ну, Казахстан, ну, считается родина какая-то все равно. Хоть плохая, Какая-то но родина. родина. Я Какая? не знаю. Поэтому так хреново живете. От корней оторвались. Где ваши корни? Ну, ничего, Где ваши корни? не оторвались. У тебя дом отца, отеческий дом у тебя где? Отеческий? У меня свой, я свой дом построил. Нет, ты не понимаешь, это другое. Какой отеческий дом? Я не понимаю слова такое. Ты понимаешь, что такое дом отца? Ну, дом отца, он развалился, все, уже пропал, все. Он старенький был дом. Потому что ты за ним не следил. Так я уехал, в другом месте жил. Чё, как я Ну вот вот- видишь, ты уехал. У тебя отец где Ну да. похоронен? А что, у тебя дети, у меня все похоронено, я всех похоронил, все нормально, сам лично хоронил. Ну где? Где? На какой земле? Отец в Казахстане, мать в России. Это, Ну так пришлось сделать. И что? ну, бывает такое. Я сам их хоронил, сам все делал. Да, хоронил, соседей хоронил, помогал везде, постоянно делал. А ты же, кого ты хоронил ты или нет, сам лично? Если мне 48 лет, как ты думаешь? Я не знаю, может хоронил, может нет. Хоронил. Я соседей хоронил своих. У меня вот друг у меня разбился, на машине раздавили. А родители ничего не могут делать. Я сам лично занялся похоронами. И там и все от начала Дело до не конца. в том, что ты не понимаешь меня опять. Вот вы, Что? когда уезжаете из России, у вас как-то мозг то ли он Да усыхает. не в России я жил, что я тебе говорю еще раз, я в Казахстане я жил. Ну, СССР. Какая разница? Я Вы уезжал когда уже, когда уезжаете- Казахстан был. Я уезжал, Да, когда ну. это был Казахстан, да. республика Казахстан. Ладно. Вышли из состава СССР и стали жить нище. Так? Что, я нищим стал? А при СССР, виду весь народ. Я был нищим. Не, при СССР как вы жили? Плохо? Плохо жили. Врешь. Ой, А ты врешь. Ой, А чё? врешь. А что мне врать? Я чё- ну, щас Бесплатная лучше- медицина, образование, жилье выдавалось бесплатно. Ну, не знаю, я жилье В бесплатно. Германии, отдал. в Германии сколько у тебя Что? Квартплата сколько в Германии у тебя? Ну, у меня, я полностью за квартиру, у меня съемное жилье, я плачу 400 евро. 400 евро. До сих пор ты живешь на съемном жилье, тебе 70 Ну да. лет. Да тут вся страна живет так, и купить? нафиг нужно это. А А нафиг я не хочу вот так жить. Ну, понимаешь? ты не хочешь, не живи. Не хочу и Вот не смотри, буду. я тебе скажу простую вещь. Смотри, у тебя дети появились, замуж женились и замуж вышли, ты будешь им квартиру покупать, мучиться, правильно? Зачем мучиться? Ну, квартира стоит дорого, смотря где ты живешь. Им надо квартиру. Белгород.
В Белгород. Германии, ну все равно Белгород тоже, Ну. там заработки поменьше. А в Германии никто не нужен ни квартиру покупать, У ничего. меня у дочки сейчас, ей 23 года, у нее свой дом, 120 квадратов, частный. Ну, 120. У меня Частный тоже дом. 120 у меня Свой личный Ну, у у меня нее тоже такие дома дом. были. У меня И два дома. квартирка таких у было. нее стоит. Что? Квартирка стоит однокомнатная, она ее сдает, потому что она там не живет. А в И Германии- машинка, там и дома- машинка дома- у моей нет, в дочки Германии- Джила 220-я. В Германии дома покупают, а квартиры никто не покупает. Нахрен они нужны. Сколько у вас дом стоит? Ну, вот у меня сын купил дом, 450 тысяч евро. 45 миллионов рублей. Ну да. А у нас можно купить за 10. Ну, Отличнейший, это отличный будет дом, отличный, шикарный. Ну, у него так, ну, почти 3 этажа, Вот смотри, два этажа и вот смотри, телек. у меня брат сейчас строит, достраивает свой дом. Есть у нас такая программа, называется «Молодая семья». Мгм. 40 тысяч рублей, это сколько в долларах-то, господи? 400 баксов. Мгм. 16 соток земли. За 5 лет ты обязан поставить контур. То есть стены, окна, крыша. Мгм. Через год по улице ведут уже газ, свет, воду. Это вот года 3-4 назад появилось такой газ. Вот а и так не всё. проводили. Нет. Почему? Ну, бесплатно, все за деньги. Я знаю, в России жил, там один говорит, проводите 400 долларов, 16 соток земли к тебе приходит в собственность. Перекрыл контур, живи не хочу. 16 соток у него земли. Мгм. Ну, Что, да, мало? много. Вот у сына 8 соток. в два раза. Чернозем. Сажай, выращивай. Сады. Ты что, выращивает там сажай. что-то или что? Конечно. Да у нас ничего не выращивает, все покупает обычно. Ну, видишь, а у нас нет. Нет, я у сына поставил теплицу небольшую, сын был против, я говорю, поставлю и буду там выращивать. И выращивать там помидоры, туда все, что-то выращиваю. Просто я хочу нормально поесть. Что есть в твоей Германии, чего нету у нас? Вот я тебе скажу честно, я смотрю российских блогеров часто смотрю. Там едут по городам блогеры и все, и смотрю, вот города вроде чистые, хорошие, но что-то не так, как у нас. Все равно, что там смотрю, там не Серьезно? там- Серьезно? Ну да. Но если серьезно говорю, то без обид. Гугли Белгород. Я живу в Белгороде. Ну, мы уже Белгород. я говорю, все города. Белгород Ты до некоторых событий. просто привык к 3 этому. года подряд занимал первое место по России по застройке частного сектора. Первое Ну, место может, я по не спорю. России. Ну, мы не спорим. У нас частный сектор очень хороший, очень сильно развит. Да у вас купил дом и выплачивают 2-3 поколения. Почему людей. не Ну, что все ты мне могут, рассказываешь? некоторые берут участок и строятся. Ну ты что себе не купил? А нахрен мне нужен дом? Да правда. Что? Куда внуков приведешь? Внуки сами найдут куда. Вот смотри, вот у тебя дом или что сейчас? Ой, я У тебя говорю, дом вот или- вы уехали, у вас вот этого нету. Подожди, Пропало. у меня вот два это. дома, у меня один дом в России еще все-таки есть один еще. Отчество есть в Германии? Нету. А у тебя есть отчество? У меня нет отчества. Ну, в паспорте Как есть нету? отчество. Как Ну, нету? Если я когда-то иду по А у предприятию, сына твоего паспорт какой? у него немецкий и русский есть, два паспорта. Как это русский? Ну, если вы российский паспорт, Подожди, ну ты же с Казахстана уехал. Как он русский? я говорю, что в Казани, я перед уездом был в этом Красноярском крае, приехал. А уехал я с Казахстана, да. Я с Казахстана приехал в И Красноярский это край. тот, который мне рассказывал, что я, оказывается, обманщик. Так у тебя паспорт советский или российский? У меня, Да. когда уезжал российский, то получил только. Получил. Ну да. Я А вот сразу скажи сделал мне, российский паспорт, у твоего внука отчество будет? у него российский паспорт есть уже. У внука? Да, у внука тоже. Сколько внуку лет? Внуку сейчас 17 лет, у него российский паспорт есть. 18 уже, 18. Молодец. Нет, знаешь почему у внука российский паспорт у него? Знаешь почему? Потому что у него
Вот мой сын женился у него жена из Алтайского края, родители у нее... Правильно, красавчик. Потому что в Германии Вот. красивых баб нема. Вот смотри, нет. Точно, точно, А точно. вот жена ездит часто в Россию. И чтоб сыну не брать респект, ничего. Сыну респект и уважуха. Молодец. Сын молодец. Ну, а что вожу? Ну, не знаю. Уважуха. Ну, красавчик, У красавчик. меня два сына, между прочим. Тем более с Алтая, деваки какие, а? Нет, он девку взял с Алтая. Вот это камень набит, Скажи. такой город. Ты не знаешь. Скажи, деваха красивая, да? Ну, А всё в Германии посмотришь, ты посмотри на супругу этого вашего канцлера. Ёшкарала. а что она? Ну, немка обычно, немки все такие. Йогурт, вот обычная немка, блин, без слез. Ну, да, они все такие, а что, они все Вот страшные. видел. Вот, сын красава. Сыну респект. Ну, что? Ну, они привыкли, все нормально. А им что, самое, ну, не знаю, им нравится так. Дыркой. Правильно, дыркой в роты. Вот ты не знаешь, в Германии, я и ругаешь. Зачем ругаешь Германию постоянно? Да я не ругаю, я говорю по факту. Ну как ругаешь, говоришь, что там не то, не так, то не так, я не знаю. У тебя есть второй гаджет? Ну, телефон он валяется там в другой комнате. А зачем это? Принеси приколюху тебе покажу. Ну зачем? Ну ты скажи, я тебе поверю. Зайдешь на мой канал в YouTube и посмотришь Белгород. Просто. Я вот так Да. ходил и просто тупо, Как канал тупо называется? снимал. Как канал называется? Зайду обязательно посмотрю. Да. Таежник я. Как? Таежник я. Таежник я? Да. Таежник я, все запомнил. Вот просто в роликах набери Белгород. Там есть Белгород, река в цвету, посмотри. Белгород в цвету. Тюльпанов сколько у нас Я высадок. Мариуполь Какие у смотрел, нас... я все города смотрю. Ну и что в вашей Германии? Одни арабы, блин. Господи, что? Не. Я, знаете, вот какое одно место мне понравилось лучше, чем в Германии. Знаешь, это что такое? Вот в России есть такое место, нашел я. Видел. Это аэропорт Домодедово. Такая идеальная чистота, такой в Германии нет. Вот та чистота. А в другие Ты в места... Ты в Белгороде не был? Не был ты в Белгороде? Не был. А был я в Вот Саратове. видишь, вот видишь. Был в Саратове. А в Тюмени, Что? в Тюмени ты был? Конечно, был. Я там учился. А сейчас ты видел, какая Тюмень? Как вообще возмужала, Ну какие да, конечно. здания. А ты что, в Тюмени был, что ли? У меня друг там живет. У меня регулярно фотки А выставляет. ты был? Нет, показывает. ездил в Внуку или нет? Не ездил пока еще. Все собираюсь, никак не соберусь. Нет. А то многие, я в Тюмени живу, я говорю, какая река в Тюмени? Никто не знает, какая река в Тюмени. Подожди. Тура. Тура, все правильно. Просто А у то- меня есть ролик, называется «Встреча в натуре». На Туре, да. Тура. Я там купался, когда там теплая, там грязная Тура, ну Там потом- сейчас, слышишь, сейчас земснаряды прошли. Новую набережную Не, сейчас херачили. я спрашивал, тюменцев спрашивал. Фонтаны. Вообще. Я Ой, Рику посмотри. спрашивал, Тура как чище стала, не такая грязная, как была. Не. Тут у них спрашивают. Посмотри, Не, ну, посмотри. Я был в 70-х годах, вот я был в Свердловске, например, Ой, город. ну ты сравнил 70-й год. Ну ты что, прикалывайся, родной. Вот, ну, в 71-м я был. Ну, это 50 лет прошло. 50 лет прошло. Я тебе говорю, в Свердловске я был... Посмотри, какие там 71-м. новые Подожди, я микрорайоны. расскажу. Сейчас встречаюсь со Свердловского мужика, Екатеринбург сейчас называется. Я говорю, в городском пруду раки живут? Он говорит, нет, не живут, уже все пропали. А я когда был, там раки плавали еще. Вот так вот. Ну и чё? Вот видишь, стало хуже наоборот, чем лучше. Чем лучше. Почему? Да я тебя умоляю. Ну что, все раки пропали уже. Ну, Приезжай куда в Белгород, я тебя на нормальную рыбалку свожу, Ну, блин. Сколько у вас стоит порыбалить? порыбалить? Рыбалить в Германии вообще нельзя, я не могу рыбалить. Вот видишь, приезжай ко мне, я тебе удочку дам. Нет, Катерок дам, будешь прикоркачу возить, закармливать. если я рыбачить хочу, я поеду в Казахстан, там рыбачу. А если сейчас здесь захочу, Да, я в Голландию езжу, там можно рыбачить. Ай, ну это, где ты нормального сазана килограмм на 8 поймаешь? В В Голландии? Голландии там карпы Не, хорошие. Да, ну то не то. Ну а в Германии, чтобы рыбачить, надо учиться, сдать экзамены, так нельзя А у рыбачить. нас не надо. У нас Вот, и плохо, что И, нельзя. и нахрена мне твоя Германия? Как нахрена? Вот если было как в России, чтобы учились все, чтобы рыбачить, чтобы знали, что можно, что нельзя, это Так лучше смотри, было. нам не надо учиться. Нам Как не эти надо? знания передавали из поколения в Нет. поколение. Деды, прадеды. Мгм. Знаешь что, я тебе скажу простую вещь. Вспомни Я первую удочку. Первую удочку. Подожди. Какая?
Какая у тебя была первая удочка в Казахстане? Ну, Первая удочка? обыкновенная удочка была, из палочки была. Простой. Ну, Нет, палочка. мы орешки. камыши брали, а мы же камыш обычно брали. Ну, У нас камыш хорошо. метра по 3,5 был. Мы камыши Так. побольше. Привязывал ты лесочку, на лесочку винная пробочка, спичечка, Ну да, много. гаечка и крючочек. Нет, Кто тебя этому научил? я сам учился. Да ладно. Меня друзья научили. И это ты рассказываешь, что я... Не, Смотри, я понимаешь? ходил рыбачить в каком году? Я первый раз начал рыбачить, но в 66-м году или 65-м году начал рыбачить. Вот выше довели нашу страну такого. Раньше какая рыба была в реках? Без трусов Вот. в воду не войти. Так Вот. выше А сейчас не испортили. стало ни хрена, вот. Выше. Да, выше крыши сейчас. Все возобновляется. Ты А чё? почему такое? А если у рыбаков учили, чтобы экзамен сдавать, то лучше было бы. Какие нахер экзамен? Ну на что Смотри, должен сдавать ты- экзамен на Ты рыбалке? говоришь, Скажи. что вот мы научились так. Я был в Алтайском крае, скажу тебе, в деревне в одной. Пошел, думаю, порыбачу. Река, там стоит, развивается. Бросил, за сетки цепляется удочка, цепь, все в сетях, все затянуто. Ну что такое, что за сволочь? Да давно же такого нету. Ну, Это было перестань. 6 лет назад. Ну, сейчас браконьеров уже... Сейчас такие штрафы. лет Да назад я такое тебя было. умоляю. Я тебя умоляю. Нету же 6 лет- такого. Я тебе лично Нету говорю, 6 лет такого. назад. Нету такого тебе. Ну, я сам видел 6 лет назад, ты не видел. В реке сеть ставить? Ты серьезно? Ну да. Ее ж порвет. А? Ее ж порвет. Там рыбнадзор иной раз едет, круг зацепит за лодку, едет, все цепи соберут, вытащат на улицу, выбросят. А сейчас Сожгут. сети ничего не стоят, они Сожгут. дешевые, китайские. Да, Берут себе- да, конечно. Расскажи мне. Китайская сеть сколько стоит? Да? Расскажи мне, блин. Сколько Сколько стоит? китайская Бобина лески, сколько стоит? Ну не знаю, брал, я забыл, я не считал. Ну, долларов 50 Может 10 минимум. евро, я не знаю, сколько там. 10 евро. Нет, Серьезно? я, честно говоря, я Нет сам таких цен. брал это все. Нет Я не таких цен. помню цену. Она копейки стоит. Сети очень дорогие. Китайские, не помню, недорого. Потому что люди не боятся, вытащат цепи, и они другие цепи ставят, да и все. Да ладно, не рассказывай мне. Не рассказывай мне. Я Я тебе могу сейчас знаю. сказать, в мое детство, в мою юность, Ага. если ты ставил сеть на озере, Ага. не дай бог, у тебя ячея не 75-я, а 50-я. Тебя сами мужики могли на вилы поднять и морду набить. Ага. Вытащить ее и спалить кедрени фени в костре. Кто проверяет, какая сетка, какая ячейки, что ли? Да никто не проверяет. А ее видно визуально, блин, слушай, либо 75-ка, блин, ничья, либо А 50-ка, ты что когда видишь? в Сибирь переехал, там жил немножко, совсем мало. Там Ага. же сетками ловили тоже. Ну, там не сильно так много. Да. Где ты вообще видел дешевые оснастки для рыбалки, в общем, интересно. Ну, я знаю, сетки это китайские, следские, они дешевые. Недорогие. Кто тебе сказал? Ну, мужики покупали, говорят, это недорого. Ну, может. бобина, лески 100 метров, леска, бобина. Минимум, блядь, 20 евро. А сколько ты с нее сетей сделаешь? Экран с нее не У сделаешь. вас же не 20 евро. Метр на метр не сделаешь. Это у нас стоит 20 евро. Не 20, я не знаю, сколько. А в Китае она ничего не стоит. Все. Да, конечно, в Китае она не стоит. Просто так они Да. штампуют. В Китае все бесплатно. Вот слышишь, вот кривит душу. Ну, ты обманщик. Ты меня обманешь на каждом шагу. Я обманщик. Я обманщик, да ну нахуй. Смотри, я посмотрел. Можешь, кстати, зайти в YouTube, в интернет, куда угодно, набери. Удилище Волжанка и катушка Волжанка. Удилище 12 тысяч рублей стоит, катушка 8 тысяч. 20 тысяч стоит всего лишь. Без лески, без нифига. Мини-снасть. 200 ойра. Нет, ну это может быть леска, может. А там леска же другая на сетке идет. Не Какая такая. другая? Эти удочки Да. я брал. У которые нас были- запрещено ставить сети, ты понимаешь? Ой-яй-яй, в России запрещено. В России ничего не Да. запрещено. Ты знаешь, конечно. вот у меня родственники приехали из России в Германию. Пожили Откуда? 3 года. Откуда? 3 года пожили, говорят, ой, как хорошо, ой, как хорошо, у вас все хорошо, все красиво. Откуда, всё. откуда приехали? В Сибири приехали они. Бля, А потом 3 года пожили, говорят, пошли вы бля. нафиг, уедем в Сибирь и поехали в Сибирь. Я, что случилось? Говорит, А в «Что Сибирь вас куда нельзя?» уехали? А? Что? Куда уехали в Сибирь? В Сибирь обратно, домой поехали. Говорит, у вас Ну в дома Германии нигде. дома. Город есть там в Сибири. Сибирь Город здоровая. Город Канск. Канск. Так что за область? Это что за область? М. Это Красноярский край.
Сибирь? А, Красноярск. Ну ладно, пусть будет. Красноярский край, город Канск. Что, не знаешь, что город Канск? Не знаю. Вот смотри, если ты учился в школе, ты проходили Канско-Ачинский угольный бассейн. Все проходили. Муж забыл. Да, я Ну, учился в школе, когда, блин, Вот, 30 лет видишь, назад, вот ты ты что, все забыл, прикалываешься? вот и все. Ну, плохо. Ну, это. все. Вот как мне Вот нравится, куришь вот тоже плохо, признать, куришь и признать, что живут хуже, вот нельзя. Вот нельзя, не надо. Ну, уехал и уехал, блин, ну что теперь? Не, ну везде по-разному живут, что ты говоришь. В одном месте, я в России во многих местах был. Вот. В одном месте живут получше, в другом похуже, по-разному все люди живут. Вот видишь. Я недалеко Канск находится, а ну да, опять будет. Там. И почему ваши пенсионеры, когда зимой надо платить квартплату, уезжают там в Италию, в Испанию на месяц, на 2, на 3? Ну, не знаю, кто-то хочет там, самое, я никуда не уезжаю, живу, да и все. Квартплата. Да куда, у нас зимы-то нет. Свет, газ. Свет нормально. Да У нас даже ладно. зимы нету. Вот 3 года зимы, снегу нету вообще. Слышишь? Куда не уезжать? Уважаемый, Куда мне уезжать? уважаемый. Смотри, на Новый год было плюс 18 градусов. Ведь куда мне? Николай Пятиченко сейчас живет в Германии. Он мне рассказывал, он корреспондент. Он мне рассказывал, Ага. как вы живете. Не надо мне рассказывать. Как он, Вот как что он шикарно. живет? Я не знаю, каждый по-своему рассказывает. М. Как мы живем? Вода по графику. Не всегда бывает даже теплая. Ну зачем ты мне рассказываешь? Это знаешь, вода, если ты скажешь вот такую глупость, вода теплая по графикам, это ужас. Знаешь почему? Почему? Потому что у нас воды нет вообще теплой воды. У нас электронагреватели стоят, в любой включишь, она работает. У меня дома холодная вода и Это электронагреватель. частный. Это в частном секторе. Нет. Как нет? У меня в квартире живу. У тебя в квартире стоит Ну, в водонагреватель квартире, да. электрический. Да. У меня и плита электрическая, у нас газа нету в доме. Не-не-не. Нет, в доме газ есть в келлере. Вот в келлере там Не, стоит не хочу в Германию А, слово да. Никто совсем. не боится. Вот так же украинцы. Что-то боятся Зачем? услышать и начинают перебивать, доказывать свое. Это нельзя так делать. Вы что, мисс украинцы? Украинцы к вам поперли вон этим, блин. Ливом, блин. Нет, А я вы сейчас просто их украинцев, выгоняете. А вы сейчас разговариваю, выгоняете. Когда я разговариваю с украинцами, выгоняете. они все и сразу перебивают. Что, украинцев выгонять надо или что? Вы их выгоняете сейчас, да? Все, обратно возвращаете. Мы не выгоняем, мы их кормим. Дождь 300 дней в году, влажность. Да, в Германии вообще все отлично, блин. Нет, я тебе славу правду, ты же врун, как я тебе скажу, сам подумай. Я врун, да. Ты не вызываешь у меня доверия, вот что самое То главное. он с Краснодара, то он еще. А я... Красноярск, то с Казахстана. Ну, Красноярск. Да какая разница? Как? Красноярск, разница большая. Ну, там, градусов на 20 всего лишь. Нет. Температура. Красноярск, там морозы были минус 60 один раз был. 60 градусов мороз был. Где? В Красноярском крае. Серьезно? Серьезно. А полюс холода это кто? Ну, там Верхоянск или что там. Ну, я тебе говорю, что... у нас- Сколько? Сколько? Я не знаю, там градусов, я не знаю, сколько градусов. Я Минус там не был. 57,4. Не надо Был рассказывать. рекорд. Один раз я выхожу на улицу, Там термометр. Теперь Термометр. только Ну, там подожди, вот дайте я перебил, расскажу. Что ты блин. говоришь сразу? Не говори. 60 Термометр. градусов, расскажет он мне. А? 50, ну, блядь, термометр 58, минус 58, да? И ниже этой упал термометр. Я думаю, у меня может термометр не работает. Пошел к соседу посмотрел. То же самое. Термометр минус 70 сейчас. Минус 50 градусов, минус 60 градусов было. Ну как, хочешь смеяться, можешь. Я тебе говорю, что было. Я 17 лет прожил между Аймиконом и Верхоянском. Между ними что? мы жили. И что, ты хочешь сказать, что я не знаю, сколько температура была максималка? Я тебе говорю, что у нас было и 55 градусов, 55 часто бывало. Ну, минус 60 не было. Минус 60 было у нас. Один Не год. было. Тогда один бы год у меня поменяли, было минус тогда бы 60. поменяли полюс холода. Нет, нет, не веришь, не надо, я тебе доказывать не могу. Да я не доказ- верю, доказывал. я знаю, что ты мне шепчешь. Ну, ты знаешь. Один тоже, я ему говорю, я гремучую змею на рыбалке сижу, и гремучая змея. Он говорит, там не бывает гремучих змей в Казахстане. Я говорю, сам своими глазами видел, и он не видел. Змеи бывают. Минус 60 не бывает. Ну, да не бывает, знаешь, бывает. Не знаю. У меня Ладно, было. Брехунов, давай, мира добра.
Если что,